Мы провели 26 марта вот этого года, буквально это неделю-две назад, провели конференцию группы «Свобода народов». Но я думаю, нужно сказать коротко о группе «Свобода народов». Наше движение «Единая сила», Чеченское национальное освободительное движение «Единая сила» отработало 2 года на платформе ПАСЕ. Это было замечено другими национально-освободительными движениями. Есть такая инициативная группа «Свободных народов», которая включает в себя поволжских немцев или немцев постсоветского пространства, которые живут и в Казахстане, и в Украине, и в России. Прежде всего, потому что впервые проявили инициативу они. Затем это калмыки, карелы, татары, также крымские татары входят в эту организацию. Сибиряки, есть новая такая идентичность, об этом тоже как бы отдельно. Ну и затем кавказцы, это черкесы, которые сегодня представлены в 3 автономных республиках Российской Федерации: Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария. И дагестанцы. В Дагестане также энное количество этнических групп. Вот эти люди входят в эту группу, и они поддержали наше движение, чтобы мы могли их представлять. То есть они выписали нам мандаты, доверенности, которые позволяют нам защищать их интересы, представлять их, говорить от их имени. И это стало таким предлогом для идеи создания отдельной платформы на площадке ПАСЕ. И мы реализовали его в прошлом году в резолюции 2621 от 1 октября 2025 года принят пункт о создании отдельной площадки для коренных колонизированных народов Российской Федерации. Это как бы помощь чеченцев собратьям, да. Но мне кажется, это и символично, так как чеченцы после развала СССР были единственной автономной республикой, которые избрали путь на курс на независимость, и эти народы на нас смотрели. Они хотели примером наказания, примерного наказания чеченцев запугать эти народы, а получилось так, что эти народы, наоборот, вдохновились борьбой чеченцев к идее независимости. И вот сегодня мы опять являемся как бы с их позволения, с их мандатов, мы являемся локомотивом вот этого движения. Мы намерены к концу этого года уже создать эту отдельную площадку на платформе ПАСЕ. Ну, мы провели конференцию вслед за встречей в Литовском Сейме 24-го. 26-го была уже спланирована эта конференция. Ее провели, у нас были участниками депутаты Верховной Рады, американский эксперт Пол Глоб, другие участники, ну, естественно, все участники нашей группы «Свободного народа», они здесь все на фотографиях есть. И были даже те, кто не участвует в группе «Свободных народов», но поддерживают нас. Это, можно сказать, наши союзники из Лиги свободных наций, форума «Свободных народов пост России», даже отдельные политические деятели, которые возглавляют национальное освободительное движение своих народов. То есть у нас вот такие разноплановые связи со всеми этими движениями. И вот здесь есть тезисы вот выступлений, с которыми выступали тут и глава украинской делегации Мезенцева, также здесь мы видим Александра Мирешко, который был инициатором создания МФО «Вильна-Ичкерия», это Юрий Камячук. Нужно отдельно об нем сказать, что основная работа, практическая работа, техническая работа выполнялась все эти 3 года именно Юрием Камельчуком, за что им огромная благодарность во взаимодействии с нами, с нашим движением чеченским. И вот в тезисе их выступлений, которые сводятся к тому, что европейское сообщество должно осознать, что Россия будет воевать и будет являться угрозой для европейского сообщества до тех пор, пока она будет оставаться империей. Она будет оставаться империей, пока ее не деколонизируют, пока не предоставит возможность народам выйти из состава этой империи. То есть пока есть колонии, государство является империей. И у ни одного государства нет абсолютного суверенного права над территориями и населением, если это правительство, если это государство
проводит этнические чистки, ведет какие-то, я не знаю, преступления государственного военного характера, если нарушаются права человека, проводятся акты геноцида, которые мы наблюдали. Мы здесь отметили, именно вот на этой конференции мы отметили 16 народов, которые подверглись сталинской депортации в 30-40-е годы. То есть эти 16 народов однозначно имеют право на самоопределение, потому что право на самоопределение является императивным правом международного законодательства, что никакое внутреннее право государства не может ограничить народы в этом праве, потому что это императивное право. И вот с этим месседжем, главным месседжем мы выступили на этой конференции. Вот документ, который был принят на украинском языке, мы его составили. Тут два адресата, это Верховная Рада Украины и Институт национальной памяти Украины. Этот документ, вот здесь у меня на второй странице у нас есть подписи наших подписантов, которые были физическими участниками конференции, у нас были онлайн-участники. Я уже приехал неделю назад в Украину, обратился с этим документом и в Институт национальной памяти. Вчера у нас было собрание, или это было итоговое заседание по работе трехлетнего сотрудничества Чеченского национального освободительного движения «Единая сила» с Верховной Радой, не только на платформе ПАСЕ, но вообще все другие акции, которые мы проводили совместно. Это было такое итоговое заседание. Также всем участникам этой конференции вот эти документы переданы. И то, что эта конференция прошла вслед за встречей, установочной встречей вновь созданной в Литовском Сейме комиссии по подневольным народам Российской Федерации, то, что я после завершения этой конференции с этим документом приехал в Украину и продолжаю вот эту работу, все это, даже не говоря о длинной череде акций, огромного количества разных встреч, сайд-ивентов, принятых законодательных актов на площадке ПАСЕ, инициатив по созданию отдельных площадок, много-много чего другого, о признании путинского режима террористическим, о признании идеологии расизма экстремистской и много-много других фактов, которые есть результат нашей совместной работы. Даже вот последние 2 недели работы показывают, что у нас идет системная работа. Это не какие-то отдельно взятые акции, как бы на самопиар нашего движения и группы «Свобода народа», которая нас сегодня поддерживает. В итоге мы сегодня постепенно обросли связями, обросли, можно сказать, друзьями, да, среди национально-освободительных движений, среди политиков европейских стран. И мне кажется, что вот 3 года уже не такой большой срок для такой молодой организации, как наше движение и группа движений, которые нас поддерживает. Я, конечно, не склонен переоценивать сделанное, но мне кажется, все-таки нам кое-что удалось сделать за это время.